Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главной темы выпуска. Новые цели и задачи. Эти проекты связаны с мастер-классами, с просветительством военно-патриотическим, а также с формированием здорового образа жизни. В столице состоялась неочередная конференция «Либерально-демократическая партия России в Чеченской Республике». Смотрите в этом выпуске. Расширяя возможности для тех, кто хочет построить что-то свое, кто нуждается в дополнительных знаниях. В Грозном состоялся межрегиональный форум для предпринимателей с участием ведущих специалистов. О программе масштабного мероприятия в нашем эфире. Шах и мат. Проведение этого шахматного турнира стало уже доброй традицией. Сотрудники средств массовой информации региона провели шахматный турнир, приуроченный к столетию со дня образования чеченской государственности. Прошел почти год с начала специальной военной операции. Чеченские бойцы непрерывно сообщают об обстановке и успехах прямиком с передовой. В окопах военнослужащие выстаивают дни и ночи, охраняя рубежи и позиции. Есть также блиндажи, они оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания. За последние несколько дней бойцы сводного подразделения «Ахмат» в составе группировки Днепр выполняют боевые задачи по удержанию рубежей. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия на территории Херсонской и Запорожской областей, в ходе которых были обнаружены схроны с тяжелым оружием и боеприпасами. Возможности вооружения, техники, каждый командир لدى تشقي أقشو قيادة الموضوع وسيلة بتشويدين لدى شقوط شقي أقرأ قيادة الموضوع. Храброе выполнение поставленных задач, помощь жителям Донбасса и защита от украинских бандформирований. Так себя проявил старший сержант полиции Тамерлан Юсупов. По воле Всевышнего его жизнь трагически оборвалась в ходе специальной военной операции. В родовом селении Знаменское почтили память бойца открытием мемориальной доски. Она установлена на входе в гимназию номер 10. Тамерлан проходил в ней обучение в школьные годы. Указом президента страны он посмертно награжден орденом мужества. Награда была передана в торжественной обстановке родственникам. Тысячи наших соотечественников, это представители силовых структур не только Росгвардии, но и МВД и Министерство обороны продолжают выполнять свои задачи по защите народа вновь приобретенных субъектов Российской Федерации. И Тамерлан был одним из них. Хочется сказать большое спасибо родителям, воспитавшим сына героя. Подобные мероприятия проводятся с целью увековечить память и чтобы потомки знали своих героев, мы не вправе их забывать. Открылась новая страница в истории Либерально-демократической партии России в Чеченской Республике. После недавнего создания отделения в регионе отсутствовала постоянно действующая структура. На внеочередной конференции определили внутренние органы партии, а также избрали координатора отделения ЛДПР в субъекте. По такому случаю в качестве гостей прибыли депутаты Госдумы от фракции и руководители региональных отделений ВСКФО. Рамзан Абуев следил за ходом голосования. Амбициозные планы стать проводником реализации задач для улучшения жизни населения ставит отделение Либерально-демократической партии России, которое создано в регионе недавно. Для избрания руководителя партии на региональном уровне в республику приехала делегация депутатов Госдумы от фракции. Свое ознакомление с субъектом гости начали с возложения цветов к обелиску памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Гостям провели экскурсию в музей имени первого президента Чеченской Республики, где им рассказали о жизни и деятельности Ахмата Хаджи Кадырова, а сразу после побывали в столичной мечети «Сердце Чечни». Уже после обеда в концертном зале ансамбля «Танца в войнах» начинается внеочередная конференция Чеченского регионального отделения ЛДПР. Цель заседания – выборы Координационного совета и контрольно-ревизионной комиссии, которые будут осуществлять контроль за соблюдением устава, исполнением решений руководящих органов, а также за финансовой и хозяйственной деятельностью партии.
В работе конференции принимают участие более 400 человек. Это видные деятели политики, культуры, представители общественных и молодежных организаций. На заседании определили внутреннюю структуру партии. По итогу голосования руководителем регионального отделения ЛДПР избрали Джамбулата Умарова. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо огромное. Я постараюсь оправдать ваше доверие. По окончанию мероприятия состоялся пресс-подход на вопрос нашей съемочной группы, какое направление отделение партии считает приоритетным в республике. Депутат Госдумы России от фракции ЛДПР Алексей Диденко отвечает: внимание остается заостренным на молодежной политике, чтобы создать лучшие условия подрастающему поколению. Именно здесь, в сердце Северного Кавказа, нам кажется очень созвучными идеи ЛДПР о воспитании, патриотическом воспитании нашей молодежи и пропаганды здорового образа жизни. Это одно из направлений, которому традиционно в партии уделялось очень много значения и сил. И мы считаем, что именно здесь, где существует культ здорового образа жизни, люди его ведут, занимаются спортом, здесь определенная государственная политика, связанная с патриотическим воспитанием молодежи. Эти проекты, связанные с мастер-классами, с просветительством военно-патриотическим, а также с формированием здорового образа жизни, в том числе и через спортивную инфраструктуру. Мы это сегодня делаем во многих регионах нашей страны, но вот мне кажется, что это особенно прорастет и будет иметь успех именно в Чеченской Республике, потому что здесь очень здоровые, сильные, патриотичные молодые ребята, и мы для них будем создавать все условия. Избранный руководитель регионального отделения ЛДПР Джамбулат Умаров на наш вопрос о том, доволен ли он ходом и итогами конференции, ответил утвердительно, выразив слова благодарности за оказанное доверие, честь быть руководителем, отметив, что отделение партии будет следовать курсу первого президента Чеченской Республики. Никогда в жизни не согласился бы не то, чтобы стать руководителем регионального отделения, я бы даже в партию в эту никогда не вступил, оставив пост члена политической партии «Единая Россия», чтобы вы понимали. Я на этот шаг пошел осознанно. В Чеченской Республике действует единая команда. И кто бы какой партии здесь не принадлежал, мы все единая команда Ахмад Хаджи и Рамзана Кадырова. Первые шаги нашего отделения будут предприняты в отношении все-таки адаптации, потому что еще пока на слуху есть аббревиатура ЛДПР, которая в массовом сознании, в общем-то, выпистывалась уже за многие годы. От того, какую политику ведет государство, во многом зависит удовлетворенность жизнью его граждан, поэтому они заинтересованы в том, чтобы участвовать в ней, выражать свое мнение, отмечали спикеры, подчеркивая, что право на участие в политической жизни – признак развитого общества. Рамзан Абуев, Аслан Ахматов, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. В столице прошел первый межрегиональный форум предпринимателей. Расширяя возможности участия в нем, приняли бизнесмены из 40 субъектов России. Для гостей выступили ведущие специалисты, а также состоялась дискуссия. Подробнее о программе встречи расскажем в следующем сюжете. Глава Чеченской Республики не раз подчеркивал проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса и то, какую роль он играет в экономике государства. Поддерживая его инициативу в помощь начинающим бизнесменам, Чеченское региональное отделение Общероссийской общественной организации предпринимательства «Опора России» выступило организатором межрегионального форума, расширяя возможности. «Опора России» дает возможность предпринимателю развиваться, получать, если говорить прям конкретно, да, от государства гранты, различные субсидии. То есть мы такой связующий мостик между предпринимателями и государством. То есть мы с первых рук, скажем так, даем информацию предпринимателям, помогаем подготовить какие-то документы. В форуме также принял участие министр экономического территориального развития и торговли Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. Он поздравил всех участников с открытием масштабного мероприятия, пожелав плодотворной работы и удачи. Как известно, за последние годы удалось действительно продвинуться в данном направлении. Это и создание особой экономической зоны производства промышленного типа на территории Грозного, и туристско-рекреационная особая экономическая зона «Ведучий», и ряд новых инвестиционных проектов, которые сегодня мы видим с вами, как развивают в целом малый и средний бизнес в республике. Вице-президент «Опоры России» Эдуард Амаров отметил особую важность подобных мероприятий для начинающих предпринимателей. Для них это отличная возможность найти инвесторов, партнеров и новые технологии развития. На таких форумах, как правило, решаются много задач. Первое, если люди
молодые люди и не очень молодые захотели открыть свой бизнес, они имеют возможность прийти посмотреть на тех людей, с кем им придется в будущем сотрудничать. Это их среда или нет? Смогут они с этими людьми завтра конкурировать или нет? Проверить себя, прежде чем начинать. Мировые топ-лидеры предоставили присутствующим огромную возможность совершенно бесплатно получить необходимую информацию, которая очень дорого продается на рынке. На заседании форума проходит тот самый диалог между спикерами и начинающими предпринимателями. Все они собрались из разных регионов для того, чтобы обсудить важные вопросы. Важность события как для себя, так и для новичков в предпринимательской сфере трудно переоценить, отмечают участники форума. Уже успешные делятся своими знаниями с менее опытными коллегами. Как раз таки такие мероприятия, они являются основой для тех, кто хочет построить что-то свое, кто нуждается в дополнительных знаниях. Это и новые знакомства, это и новые партнеры, это и клиенты, это и какие-то коллаборации. Мы поделимся своим многолетним опытом ведения бизнеса через построение отдела продаж, через построение регламентных документов, как раз-таки для систематизации и расширения бизнеса в дальнейшем. Это поможет молодым предпринимателям перенять наш многолетний опыт за эти пару часов. Представители малого и среднего бизнеса играют важную роль в основе рыночной экономики, а уделение развитию необходимого внимания гарантирует полную стабильность. В завершении мероприятия участникам раздали свод необходимых знаний. Это поможет им глубже понять азы ведения своего дела и развить конкурентоспособность. Адам Сулейманов, Мовсар Исраилов, Сайдселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В музее мемориального комплекса «Слава» имени Ахмата Хаджи Кадырова открыли персональную выставку картин члена Союза художников России Хасана Усманова. Он представил более 70 работ, выполненных в разных техниках изобразительного искусства. На мероприятии побывала моя коллега, слово Луизе Яхяевой. Персональную выставку признанного мастера изобразительного искусства Хасана Умарова открыли традиционно разрезанием красной ленты. Публике его работы известны давно. Они выставляются не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Насладиться картинами и поддержать художника в музее мемориального комплекса «Славы» имени Ахмата Хаджи Кадырова, где проходят мероприятия, собрались его коллеги и друзья. Мы рады, что в зале с этого уходящего года Хасан Усманов выставил такую большую, интересную, разнообразную коллекцию своих работ. Страсть к искусству Хасана Умарова еще со школьной скамьи. Рисовать он начал, будучи учеником 2 класса. Спустя несколько лет впервые выставил свою работу на конкурсе. Там одержал призовое место и понял, что хочет развиваться в этом направлении. Художник Буах халбуэлч мосукетер ватсер буах халбух сделал халдук издавал везам на ног чехелерцеду шуксо. Несмотря на то, что Хасан не считает себя выдающимся художником, качество исполнения его работ говорит об обратном. Каждая картина посвящена красотам родного края, кристальной глади озера Кизиной, горным рекам и альпийским лугам. Хасан Усманов рисует практически всю свою жизнь. Его работа – это результат многих лет труда и самосовершенствования. Но помимо своей творческой деятельности, он также на протяжении 7 лет преподает в общеобразовательной школе в родном селе Дубаюрт. Художник прививает чувство прекрасного самым юным. Для них Хасан Умаров как маяк, ориентируясь на него, они могут найти свою дорогу в безграничном мире творчества. Луиза Яхяева, Хусейн Мурдаханов, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники средств массовой информации региона провели шахматный турнир, приуроченный к столетию со дня образования чеченской государственности. Участие приняли 16 сотрудников ведомства. Всего было 3 призовых места. Про итоги расскажет Амина Тупелагова. К столетию чеченской государственности в регионе проводится огромное количество различных мероприятий. К такому важному событию был приурочен и шахматный турнир, который проводился среди работников средств массовой информации. Каждому участнику отводится по 15 минут, это регламент такой. После первой партии, естественно, по системе выбывает, и дальше идет уже по турнирной сетке. По ситуации судья может дать участникам дополнительное время, но в общей сложности не более 40 минут на партию. Соревнования проводятся для развития и популяризации шахмат среди населения республики. Всего в нем приняли участие 16 человек.
Вдумчивые и сосредоточенные лица. Шахматы требуют максимальной концентрации. Партии 1/8 уже сыграны. На данный момент участники борются за место в полуфинале. Отрадно было видеть, как партию за партией выигрывает наш коллега, монтажер тематических программ ГТРК «Войнах» Салман Тункаев. Парень с детства был увлечен игрой в шахматы и без призового места уходить не собирался. В шахматы я так профессионально не играю. Я играл в далеком детстве. Сейчас, конечно, еще навыки чуть подрастерял, конечно, но это как хобби. Учитывая уровень соперников, уровень достойный, все играют очень даже хорошо, но я нацелен на победу. Думаю, мы заберем этот кубок на наше телевидение. Игра пришла к нам из глубокой древности. Она развивает логическое и аналитическое мышление, тренирует усидчивость и умение мыслить на перспективу, планировать и выстраивать действия заранее. Кроме того, это отличный повод поближе познакомиться друг с другом. Здесь встречаются представители разных средств массовой информации Чеченской Республики. Происходит некое сплочение нашего коллектива, который и без того является дружным. Но здесь мы еще больше, лучше узнаем друг друга. Проведение этого шахматного турнира стало уже доброй традицией, и он будет и дальше проводиться ежегодно, возможно, даже чаще, чем до сих пор. И вот наступил момент кульминации, а именно награждение. 3-е место занял монтажер ГТРК «Войнах» наш коллега Салман Тункаев. 2-е Хамзат Аюбов с ЧГТРК «Грозный». Ну а 1-е место забрал заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Рухмат Зентиев. Амина Тупилагова, Резван Насипов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Войнах». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.